Итак, мы продолжаем следить за ходом голосования в Республике Саха-Якутия. Ну и буквально несколько секунд назад все участки участковой избирательной комиссии в нашей республике закрылись. И начинается предварительный подсчет голосов, гашение бюллетеней и прочие мероприятия к предстоящему подсчету, подведению итогов голосования. Ну и сейчас на прямой связи из Республиканского медиацентра брифинг с участием заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Ивана Андросова. Итак, прямой эфир, пожалуйста. Добрый вечер. В эфире пресс-центр Центральной избирательной комиссии. В студии заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Иван Михайлович Андросов. В эту минуту закрыли двери избирательные участки по всей Якутии. Выборный день подошел к концу, и у нас начинается подсчет голосов. Иван Михайлович, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, дорогие жители республики, уважаемые избиратели. Ну вот и 20 часов наступили. По закону все 795 участковых избирательных комиссий закрыты и приступили к подсчету итогов, подсчету бюллетеней и составлению итоговых протоколов голосования. Да, ну сегодня погода осенняя, сильный штормовой ветер, на севере уже стабильно лежит снег. Шел снег и в Якутске, и в Центральной Якутии. Но, несмотря на это, люди с самого раннего утра пришли к избирательным участкам. В городе Якутске в связи с Днем города праздничная атмосфера. Люди шли семьями голосовать, исполнять свой гражданский долг. Я уполномочен сегодня поблагодарить всех тех, кто принял участие на этих беспрецедентных выборах, которые исполнили свой гражданский долг. Значит, по жалобам, значит, жалобы, обращения вот, на сайте «Голос», их 16 по состоянию на 8 вечера. По ним идет, значит, ну, работа, проверка и работа. По 7 значит, обращениям уже отвечено, а другие обращения еще как бы обрабатываются. Напрямую приносились жалобы в Центральной избирательной комиссии. По ним тоже наши работники, значит, принимают решения. Некоторые отсылают, значит, в территориальной избирательной комиссии Якутска, районов. Вот. И по ним тоже как бы будут приняты соответствующие решения. Что хочу сказать, что примерно около 300 тысяч жителей республики изъявили, стали участниками избирательного процесса. Вот. И в связи с тем, что многослойные беспрецедентные выборы, бюллетеней очень много, поэтому предварительное подведение итогов и озвучивание первых предварительных результатов состоится в 3 часа ночи. Вот. И следующий пресс-подход состоится 10 сентября в 10 часов здесь же. А предварительная пресс-конференция в целом по предварительным итогам голосования состоится 11 сентября здесь же в 10 часов утра. Я на этом как бы завершаю свое выступление. Еще раз благодарю всех, кто принял участие. Спасибо вам. Значит, и всего доброго, солнечной погоды.
Иван Михайлович, спасибо. Я напоминаю, что следующее подключение с предварительными итогами у нас состоится в 3 часа ночи. И завтра, уже 10 сентября, также утром будут уже оглашены также предварительные итоги. Всего доброго и до встречи в эфире.